Добрый день, коллеги. Еще одна презентация. Это презентация Витязева Максима Владимировича. Он является преподавателем гимназии искусств при главе Республики Коми. Тема его мастер-класса — изображение фруктов при холодном сетевом освещении, акварельный этюд. Этот мастер-класс, я думаю, будет полезен очень многим преподавателям детских художественных школ и очень будет интересен для учителей дополнительного образования, учителей общеобразовательных школ. Почему я обращаю внимание на этот мастер-класс? Так как Максим Владимирович нам представляет исполнение этюдов классической технологии, то есть это классическое задание для художественных школ, и он нам предлагает технологию выполнения классического этюда. Это сейчас большая редкость, потому что мы в большей степени работаем с эмоциональными мастер-классами, какими-то приемами, техническими возможностями. Я думаю, что просмотр будет очень актуален, очень полезен. И опять же, я приглашаю вас к обсуждению, к высказываниям, мнению, оценке работы мастера и комментариям, которые вы можете высказать в группе ВКонтакте «Крещенский фестиваль мастер-классов». Спасибо за просмотр. Приглашаем к следующим трансляциям. Здравствуйте, меня зовут Витязев Максим. Сегодня я проведу мастер-класс по написанию фруктов акварелью техники лессировка. Фрукты у нас расположены на подоконнике, на них падает дневной холодный свет, который мы постараемся передать в нашем этюде. Первоначально нам нужно будет сделать подготовительный рисунок карандашом. Все это делать изначально сразу красками, чтобы все у нас получилось аутентично, как делают чаще всего дети, которым я преподаю. Мы делаем предварительный рисунок карандашом. Компоновать стараемся так, чтобы у нас фрукты заняли центральное положение. Немножко мы сможем корректировать расположение элементов во время уже написания картины. В принципе, все. Так, пользоваться мы будем акварельными красками Ленинград. Пользуюсь я пластиковой палитрой. И изначально мы делаем заливку, передающую освещение. Это у нас будет либо кобальт синий, либо ультрамарин. Мы практически зальем всю площадь нашей работы этой краской. За окном немножко светит солнце, хотя у нас как бы в тени расположена постановка. Немножко заходит сейчас теплый свет солнечный. Поэтому за окном мы к синему будем примешивать еще немножко розоватого оттенка. Только это будет совсем легкая лессировка первоначально. Сразу заготавливаем себе чуть больше раствора и закрываем все, что за окном, легким розовато-голубым цветом. А все, что внутри помещения, делаем чуть более насыщенным, холодным. И закрываем практически все
предметы целиком. Этот первоначальная заливка, это у нас будет, собственно, это будет у нас блики, самые светлые места на работе. Покрываем целиком, в том числе ярко-желтую агаву. Синие оттенки не намного легче скрываются более теплыми цветами, которые будут наложены уже поверх. Поэтому особо мы не боимся. Покрываем синим. В теневых участках можно синий опять же добавлять немножко, ну вот где розовая докрутка у нас, можем добавлять сразу розоватый цвет, ну это в тени. Тени у нас будут более теплые, чем свет. Первый проход мы сделали, заложили освещение. Этапом, после того, как мы заложили холодное освещение, нам нужно будет, наверное, заложить собственные цвета предметов в свету. Ну, то есть поверх цвета света мы проложим собственные цвета предметов ананаса и агавы. Начнем писать с фруктов. Так, ну ананас у нас имеет такие, ну, собственные цвета у него. Наверное, мы будем использовать охристый и сиену. Как вы можете заметить, у нас нету вообще ярких, очень сочных бликов. Ну, на агаве только что. Ну и то сквозь этот блик просвечивает собственный цвет предмета. Соответственно, блик, он не будет белым. Освещение за окном намного ярче, чем блики на предметах. Это надо учитывать. Ну и покрываем наш ананас, ну, само плодовое тело ананаса. Покрываем этим раствором. Охры, сиены прямо поверх нашего предварительно заложенного синего цвета. Ну, в цвету можно, в принципе, добавлять немножко синей краски еще, если чувствуется, что не хватило для передачи света. По периметру у нас немножко оставляем некоторые закорючки вот этих шипиков. Получается, что у нас не чистый цвет, охристый получается, такой холодный. Но в теневой части можно более активно к сиене добавить еще, особенно где на переходе красноватых оттенков. А в глубине, ближе к рефлексовой части тени, там можно опять же добавить немножко еще синего.
Ну и одновременно постараться, чтобы эта часть более глубокая все-таки была темнее цвета. То есть получается такая цветовая и тоновая растяжка. Этот рефлекс, он образуется у нас из-за того, что отсвечивает от белой поверхности. Тоже холодный приобретает оттенок. С ананасом пока с плодом делаем все. Остается нам заложить зеленую часть ананаса. Ну, зеленая часть ананаса, она тоже охру синим, но без добавления уже сиена. Может быть, немножко добавим лимонный. Тогда у нас зеленка получится такая холодная. Лимонный цвет он холодит этой желтой. Лимонный, охра и кобальт. В теневой части, где активно попадает, уже видим, что пока пишем все этим цветом, закрываем, потому что тень мы проложим еще один раз, она будет потемнее. Крайние в тени можно уже сразу сделать более насыщенными и, наверное, к синему добавить уже сиену. Пучок верхнего ананаса готов тоже. Можем сейчас также покрыть с переходом от лимонной к золотистой наши агавы. Освещенную часть мы заливаем лимоном, уходя вглубь, в тень, добавляем золотистый. Ну и в глубокой тени пишем сиеной жженой, набираем нашу агаву. Да, агава. Сейчас две другие сделаем аналогичным образом. Сейчас подсушиваем и можно будет вернуться к ним, к написанию фруктов. Ну, сейчас мы заложим, наверное, все-таки собственный цвет драпировки, на которой фрукты лежат. Это у нас такой розовато-охристый холодный оттенок. Вот, не забываем оставлять светлую полоску. Это белый цвет, соответственно, он будет в самых светлых местах того цвета, который, собственно, изначально свет мы заложили. В глубоких местах, где затенена поверхность драпировки, она будет более светлая, там мы больше будем использовать теплых оттенков. А на свету там больше синеватых, просто меньше розового цвета положим, и синий будет активнее на свету пробивать из-под низу. Свет тоже у нас больше его попадает, чем ближе к окну, тем больше света, уходя от окна, мы уже делаем, можно делать сразу темнее немножко.
в этой теневой части мы сделали чуть потеплее. Поэтому сразу закладываем немножко более контрастные цветовые отношения, более нарядные, больше вложу теплых оттенков. Так, следующим этапом вернемся к нашему ананасу и уже будем его, наверное, писать более тщательно. Приступим к написанию ананаса, так как ананас у нас все-таки основной фрукт здесь нашей композиции. Ну, наверное, напишем сперва его зеленую часть. В принципе, цвет заложен, нам остается сейчас более найти темные участки. Пользоваться будем все теми же цветами. Добавлять в тень сиену натуральную, смешанную с кобальтом. Добавляем в теневые участки где-то и желтый. Перечислять все листики нам, наверное, нет необходимости. Нам нужно создать ощущение главного. Ну, еще мы к ней вернемся. Свет, тень. Заложили, тень получилась теплее, цвет холоднее. Это основа. Потом немножко мы еще будем дорабатывать. Так, сейчас пройдемся по телу самого ананаса. Так, что мы тут видим? Нам нужно будет вот эти белые пупырышки, светлые, осветленные, оставить. Между ними закрасить. Ананас имеет такой шахматный порядок. Поэтому мы можем, в принципе, для начала слегка разметить. Сейчас разделим свет и тень. Ананас сохнет, вернемся к передней, к светлого гая. Дальше вессировками постараемся дать ей объем. Этот желтый цвет оставляем как блик, немножко списываем края, добавляем сзади золотого. Можно тут немножко работать как по сухому. Как сухой кистью, чтобы передать фактуру. Да. Местами эта фактура достаточно шероховатая.
солнышко играет немножко, выходит и теплое освещение. Ну, сейчас мы попробуем написать передний перед ананасом агаву. Итак, агава. Цвет оставляем холодным. По цвет пишем через желтые оттенки. Ну, надо сказать, что желтый, он лимонный особенно, очень хорошо перекрывает, кроющими способностями обладает хорошим. И, соответственно, можно добиться значительного перекрытия вот этих холодных синеватых оттенков на блике. Вот и кружочек у нас стоит. Сперва пишем желтеньким самые полуцвета, а потом постепенно добавляем золотистого и охры в полутеневые участки. И тут уже пишем более теплым. Чем больше мы проваливаемся в тени, тем теплее становится цвет. Ну, можно написать вот эти средними тонами еще и далее. Ага. Тот же самый цвет мы оставляем блики нетронутыми того цвета, какой у нас заложился с помощью синих оттенков и желтого лимонного. Все остальное делаем более насыщенными, добавляя к желтому сиену натуральную и золотистую. В рефлексах могут появиться более светло-желтые оттенки. А там, где у нас будет тень от складки, там появится розовато-синеватый, ну, смешиваясь непосредственно с цветом самой агавы, они становятся, как воспринимаются как серые больше. Если нужны мягкие переходы, увлажненной кисточкой проходимся по краю. Немножко списываем края вглубь. Ну, добавляем желтый синий, делаем края более насыщенными, чтобы они потом меньше контрастировали с тоном. Если тона вдруг нам не хватит, мы можем потом добавить еще сироп. Сейчас мы будем прописывать вот эту светлую рюшечку на драпировке. Для этого будем использовать охру, сиену натуральную и кобальт. Здесь немножко на просвет будут видны красные оттенки, которые от самой драпировки просачиваются. Ну, на свету в первую очередь, конечно, используем синие оттенки, холодные. То есть, если у нас не хватает вот этого предварительно заложенного цвета, ну, в принципе, его должно хватать. Напоминаю, тени должны быть у нас теплее немножко. Драпировка, ну, они и так у нас будут теплее, потому что в цветах заложен чистый кобальтовый цвет, в общем-то чистый синий, и соответственно даже немножко добавление кобальт, охры или сиены приведет к тому, что цвет уже будет читаться как теплый, тень читаться как теплый.
драпировку закладываю такие средние тональности. Глубокие тени пройдемте потом, а самые легкие, промежуточные оттенки, их добьемся с помощью размытия цвета. В теневой части пройдемся целиком, потемним немножко еще, чтобы контрастность с основной драпировкой снизилась. Приглушим. Ну и будем стараться прописывать, конечно же, то, что у нас находится на свету. Потому что на свету это наиболее ярко воспринимается драпировка. Усиливаю в самых темных местах. Добавляю немножко красноватых оттенков, так как у нас все-таки просвечивает эта драпировка. На дальнем плане немножко смягчаем контраст. Если не хватает тут тональной какой-то разницы, значит надо прорисовать повторно. Сейчас мы пропишем драпировку на горизонтальной поверхности стола. Ну а тут уже, наверное, будем прописывать в один прием, стараться а-ля примы поверх наложенного вот этого нижнего слоя. Тут надо учитывать, что в глубину, ближе, вглубь подоконника, в этот угол становится темнее, а вот этот передний край, он более светлый. Это главное, что мы должны учить. Эту часть можно набрать в целом плотнее, она затенена.
собственной тени. Вот метр стараемся подвязать к фону. Потому что сейчас все выглядит достаточно непривязанно. Драпировку написали, предметы все уже написаны, и мы переходим к написанию фона. Фон немного у нас переохлажден, потому что чистый синий мы туда добавляли. Надо будет немножко добавлять в него цвета, которые у нас из передних предметов нашей композиции. То есть это будут легкие охристые оттенки, где-то слегка розоватые будут подсвечивать. Ну, в целом он как серый воспринимается, этот фон. Начнем, наверное, с рамы, вот с этого дальнего угла, он самый затемненный. И будем набирать его немножко темнее, оставляя вот эти светлые усики от ананаса. Наверное, чем ближе к драпировке, тем больше будет оттенок не охристый, а розоватый. В глубине тут накладываем цвет ультрамарином или кобальтом. Ну, когда выходим из глубины, вот у нас преобладают охристые оттенки. Если нам не хватит, мы там можем еще добавить верхнюю часть. Можем какие-то блики оставить на наших светлых торчащих листиках. В глубине более холодный, на передний край будет выходить уже более теплыми оттенками.